Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning yazıluvchilari, do'stlar. Bugun dag'i 4-kun. Buyursa hozir bugun shu suvni bu yoqqa kirgizganga harakat qilamiz. Qo'ldan kelishincha maksimalni barini jasaymiz. Ana sizlarga ko'rgazamiz. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики нашего канала, друзья. Хотим вам показать, как нужно с речки делать арык и заводить воду туда в бассейн. Сейчас сначала такое, сначала он все это почистит. Вот с этой речки. Вот здесь вот у нас родниковая вода. А вот тут у нас грунтовая вода. Это все смешивается, идет сюда. И мы постараемся получить смешанную воду, чтобы она сильно не теплая была. Когда она смешанная, она сильно не будет теплой. Hurmatli do'stlar, bu oyog'i bulaqdan suvsi, bu yog'i bo'lsa qara suv. Shu ko'ni olib kelib turib, mo'l yerdan qo'shilgan yeridan ildira qilib turib, anan beri qaray, ары qaray olib ketasiz tetereki basseyn yoqdi ko'zday. Shuni sizlarga ko'rgazayын deb atam, hozir ko'rasizlar. Buyoqni sначала tozalab bitsin. Ondan keyin anan qolgani bu yoqda bo'ladi. Что ты иди? Чтобы прорыть какой-нибудь арык, да, Тедди, чтобы вот отсюда прорыть. Тедди, отойди. Иди сюда. Нужно сначала расчистить, а потом только будет видно, откуда, куда, что делать. Так что так. Сейчас мы пока чистим. Планировка земли идет. Hurmatli do'stlar, ariqni qazish uchun birinchi bularning barini tozalab olib joldi. Ondan keyin ko'rib olib, ondan keyin anan trubasi bo'lib, ariq bo'lib, boshqasi bo'lib, nesi bo'lsa o'shaning barini ondan keyin anan jazash kerak. Bu yoqda tozalamayincha hech narsa ko'rinmaydi, bilinmaydi. Hurmatli do'stlar, biz hozir bu peshkaning o'rnini qazib atamiz. O suv kire turgan yerdi. Shuni qazib, peshkalarni qo'yib, ondan keyin ariqni qazib, ары qaray anan qolganini da ko'rgazamiz. Уважаемые друзья, мы сейчас готовим место для пешки, чтобы вода могла туда зайти, и с пешки туда сделаем арычок. И чтобы она попала в бассейн, мы вам покажем это все. Вот. Как вы уже знаете, вот эту воду надо будет завести. Mınakey dostlar, şandorlarda alıp geldi.
Азыр мындай кылып түшүрүп атышат. Түшүргөндөн кийин шандорлорду коюп баштайбыз, иншалла. Друзья, привезли шандоры. Сейчас выгрузим и в течение дня даст Аллах, это все на место поставим. Почему отсюда? Потому что здесь такой офис, такое дерево. Организовали для себя офис, чтобы можно было сидеть в теньке. В случае чего дождь она полностью закрывает. Такое огромное дерево. Так что добро пожаловать к нам в офис. Все разровняли. Слава Аллаху, все закончили. Вот какая гора была, помните же? Вот и все вот так разровняли. Сейчас трос должны привезти, трос привезут. И мы будем дальше работать. Пока ждем трос. Пока выгружаем шандоры. Урматтуу достор, көчөнкү буяктан чыккан топурактардын баары эсиңерде да тоодой болгон топурактар бар эле, ошонун баарын мындай алып түздөдү. Суунун чогулганын карагыла. Мындай суу чыгат экен астынан. Эки күндө ушунча суу толду. Булардын баары эми бүгүн иншалла сууну кое берсек, акырын барып тазарат да, тунарат. Анда жакшынакай болот. Друзья, делаем дороги, расширяем дорогу, чтобы ничего не мешало. Потихонечку убрать, чтобы машины могли заезжать сюда. Тяжелая техника разная будет заезжать, рыбы будут завозить, разгружать, загружать, корма. Поэтому вот тут немножко уберем, чтобы оно не мешало. Урматтуу достор, бул жерде жолду жасап коелу деп чечтик, анткени ар кандай машиналар кирет, балык алып келет, жем алып келет дегендей. Буюрса. Жол болсо мындай болот. Силерге жолду сразу көргөзүп коеюн. Мындайынан келет да мына. Жака кетет. Жерде биздин бир будкабыз бар эле, ошол жерге алып келип бияка коюп коелу деп чечтик. Уважаемые друзья, вот дорога идет вот таким образом. Потом она попадает сюда. И здесь разворот машин и так далее будет, иншаллах, в будущем. В будущем вот это поле тоже будет осваиваться. Видите, какое поле. Непочатый край, как говорится. Здесь вода выходит метров, ну видели же, да? Метров через, ну, полметра выходит вода. Вырыешь, потом она заполняется. Это к чему я рассказываю? Для того, что будет замечательно, если будете в таком месте забивать колонки, для того, чтобы скважина была. Скважина. Для скважины это удобно. Когда скважина, болезней нет, своя вода. Единственное, там какой газ в этой воде. Если много газа, надо делать дегазацию. А так обычно со скважины хорошая вода выходит. Чистая, прозрачная, на одной температуре круглый год. Как-то так. Достор, бияктан суу жакын экен да, жакын жерден чыгат экен да, ошон үчүн бир чети жакшы, ошондой болгону. Анткени мына скважина деген нерсени кагып, анан чыгарып бир 20-30 метрден чыгарса абдан жакшы болот да. Ошол эле сууну ичет, ошол эле сууга душ
ремонт етіп жуынады, тазаланады елдер. Жерде іштегендер дегендей. Сізде немені көргім келіп өтеді да суыны. Су қандай ағады, не болады. Амандай. Су ары қарай кетеді. Болса мұндай. Аллаға чексіз мақтаулар болсын. Ауа райын жақсы қылып берді. Как раз мен келген учурда шын бары ауа райы жақсы болып, жан чачын болбой. Жерде іштегенге Алла Таала мүмкіншілік түзіп берді. Ошондуктан ушул жерде иштеп, акырын аягына чейин чыгаралы деп атабыз. Иншалла Кудайым буйрса, бардыгын аягына чейин чыгарып, жакшылыкка кылып жасап беребиз. Я говорю, благодарю Всевышнего за то, что он нам дал погоду, что за это время. Но это очень отличные результаты. Почему? Потому что мы где-то уже 4-й день работаем. Я прилетел в понедельник, сегодня суббота. Ну, со вторника начали работать. За 4 дня. Слава Аллаху, почти заканчиваем рыбное хозяйство. Но это рекорд, грубо говоря. Потому что это замечательно, что за 4 дня, ну считай, почти за неделю практически можно все закончить здесь. По крайней мере, мы вот работаем пацанам рахмат, ребятам, которые вот здесь все это начали, хозяевам этого рыбного хозяйства, все организовали четко. Экскаваторщика я благодарю за то, что он такой экскаваторщик к нам попался, очень опытный, молодец, все, что говоришь, все делает как нужно. Поэтому пацаны молодцы, хорошие ребята, гостеприимные, свое дело туго знают, все, что говоришь делать, все делают, все, что нужно, привозят, все оперативно, все четко, все хорошо. Ну, естественно, в первую очередь, слава Аллаху за то, что Он нам помог. Вся хвала Всевышнему Господу миров. Остальное еще покажу чуть позже. Бұл жерде азыр тазалатып отам. Бұл жерге бұйырса неме қылабыз. Инкубационный цех құрабыз. Иншалла. Бұйырса ушул жерге инкубационный цехты кылабыз. Анткени бояк жактан неме келет, жанагы булактын суусу келет. Ошол булактын суусуна инкубационный цехты ушул жерге организовать этип, уюштуруп, ошо судан алып, ана могу жерге кылабыз да. Ошондуктан мен айтып атам, баарын тазалап бер биякта деп. Экскаватор бар кезинде баарын тазалатып, жакшынакай кылып керек да. Друзья, хочу рассказать, что мы вот здесь планируем все чистим, для того, чтобы сюда поставить инкубационный цех. Вот у нас отсюда идет родниковая вода, инкубационный цех именно будет питаться из родниковой воды. Другая вода тоже подходит, но родниковая самая лучшая будет. Поэтому пусть он здесь все почистит, небольшую вот такую площадку, чтобы можно было построить инкубационный цех в будущем, иншаллах. Вот, пожалуйста, за 15-20 минут он уже здесь все почистил, запланировал, хорошо сделал. Вот такой небольшая площадочка. Потом мы запроектируем это все. И в будущем, иншаллах, поставим инкубационный цех. Видите, вот как чистит. Bir жарым сааттын ичинде эле достор момундай кылып бир проектти инкубационный цехке кылып туруп, момундай кылып тазалап берсе, анан ушул жерге бир жакшынакай инкубационный цех коебуз. Башында бир 200 миңге коебуз, анан ар жагын болсо жигиттер менен сүйлөшүп, жигиттер кандай десе ошондой кылабыз. Друзья, вначале поставим инкубационный цех на 200 тысяч мальков, на 200 тысяч икринок, а там дальше видно будет по мере нарастания. Потому что
Потому что для России, для Казани, в частности, в Татарстане, это новое здесь. Люди немножко боятся, потому что они раньше этого никогда не делали, где-то сомневаются. А мы-то уже 11 лет, субханаллах, работаем по этой части, и нам как-то мы делаем, как нужно делать. А ребята немножко, это естественный процесс, это естественная боязнь, так оно и должно быть. Сразу все деньги, столько много вкладывать тоже не нужно. Надо экспериментировать, понимать, что, ну, как рыба себя поведет в такой воде, как вода зимой будет мерзнуть, не мерзнуть. Все это дело вот. Да, и это касается инкубационного цеха, насколько они вылупятся, какая температура воды, подойдет, не подойдет, выживать будут, не будут. Это все правильно. Ребята молодцы, вот я говорю, вот эти ребята, которыми я сейчас работаю в Татарстане, ну, молодцы, ничего не могу сказать. Все оперативно, грамотно, все четко. С Божьей помощью это все, конечно. Мы-то что, махлуки, ничего не можем делать. На все воли Всевышнего. Поэтому молодцы. Ну и дальше надо также продолжать в таком же духе. Не нужно ничего бояться. Производство, оно есть производство. Ее нужно делать где-то грубо, где-то мягко, где-то нежно, как говорится. И она свои плоды даст постепенно. Hurmatlı dostlar, ben ойлаймын, что bizde de далайлы жерлер бар, арғандай аймақтар бар. Бұлардың сусына қарағанда біздің сулар жақсы. Ну, бирок момындай нәрселерді жасағанда қорқпош керек. Бұл деген производство да. Сондықтан қорқпай эле, жақсынакай кылып эле баарын жасаш керек. Анан кийинчерээк бұл сразу бербейт өзүнүн эмесин, баягы результатын. Ну, кичине убакыт өткөндөн кийин берет. Бардыгы жакшынакай болот. Ошон үчүн бул куруп баштаганда эле сразу проектировать этиш керек да. Хозяйствоны дагы, балык чарбаны дагы, анан инкубационный цехты да. Анткени өзүңөрдүн малек болот, өзүңөрдүн балыктар болот. Бардыгы ушундай. Бир нерседе кетсе, балык чарба менен инкубационный цех бирдей кетсе жакшы болот да. Анткени арзан түшөт, жанагы эки балыктар, икраларды заказ беребиз. Кааласаңар өзүңөр аркылуу, кааласаңар биз өзүбүз алып келип беребиз. Эч маселе жок. Друзья, я что говорю, что нужно, когда строить инкубацию, это как его рыбное хозяйство, нужно обязательно тоже построить. Ну, желательно бы, не обязательно, а желательно бы, чтобы, если вы хотите в дальнейшем развиваться, инкубационный цех тоже надо строить. Оно дает хорошую прибыль, это будут ваши свои мальки, своя рыба, все же дешевле, чем где-то покупать. Ну и людям тоже помогать, там его продавать, пусть люди тоже развивают рыбную отрасль. Как говорится, будет своя рыба, свои мальки, своя икра в будущем, иншаллах. Хотите, можете заказать через нас, хотите заказать, можете напрямую выйти. А так-то мы знаем и икру, какого размера она должна быть, какой она должна быть икра, обработанная, не обработанная, ну, чтобы... Главное, к мошенникам не попасться. А так в остальном, иншаллах, на все воля Всевышнего Аллаха. Вот такие дела. Привезли будку для инструментов и так далее. Он будет находиться в конце инкубационного цеха. С этой стороны будет инкубационный цех. И вот рядом экскаватор гусеничный. Ну, в такие места надо гусеничного экскаватора загонять. И манипулятор тоже такой длинный попался. Почему? Потому что длинный нужен был. А то у нас 8 метров шандор. Никакой другой манипулятор не помещается. Вот так вот привезли. Сейчас будем ставить. Достар, тиги шандордун узундугу 8 метр болгондуктан момундан башка манипуляторго батпайт экен. Ошон үчүн ушундай узун манипулятор алып келдик. Манипулятордун деле Hyundai экен.
экскаваторың деле кундай экен. Ошондуктан азыр могу инкубационный цехтин баш жагында мен турам. Ар жагына болсо ушу будканы коюп коебуз. Шаймандарды салганга.